Давид, следующий мой вопрос Да. относится к теме происхождения абхазского народа. Не сказав А, как известно, невозможно было бы сказать Б. Поэтому, сделав такое вступление, очень хочется уже перейти к истории древней Абхазии. Вопрос, который сверх всех иных вопросов интересует нашу широкую аудиторию, связан с происхождением абхазского народа. Какая из теорий происхождения абхазов соответствует, на твой взгляд, исторической правде? Автохтонная или автохтонно-миграционная? Сразу отвечу на этот вопрос очень просто. Автохтонизм и миграционизм являются относительными понятиями. Не бывает народов, который формировался из ниоткуда. Он всегда многокомпонентен, любой народ. И поэтому в процессе его становления всегда участвуют различные компоненты. Таких примеров много, приводить их просто нет смысла. Потому что кто будет меня слушать, он прекрасно поймет, о чем идет речь. Что касается лично меня, я сторонник, знаете, как вот сказать, не просто автохтонизма, а вот самого гипертрофированного, самого ортодоксального. Я считаю, что Ортодоксального автохтонизма? прямо глубокого такого, понимаете, то есть абхазы ниоткуда не пришли, тем более ни в каком готовом виде. Абхазы живут там, где ныне живут. Это не только ихняя родина, но и ихняя прародина. Вот мой однозначный ответ. Поэтому с точки зрения вашего вопроса о том, являются ли абхазы, как бы, какая из гипотез, ну, мы знаем, там есть автохтонно-миграционная, миграционная, просто автохтонная. Я автохтонист, да, конечно. Ну, я был и являюсь до сих пор сторонником автохтонно-миграционной теории происхождения, но э, меня заинтересовало сейчас то, что ты сказал, то, что ты заявил, поэтому я перечитаю твои работы, прочитаю те, с которыми я не знаком, и перечитаю те, с которыми я знаком, чтобы, в общем-то, попробовать изменить свое отношение к Вот этому. сейчас буквально скоро выйдет наш новый сборник абхазоведения. И там будет мой доклад, который был зачитан на 80-летний юбилей Олега Ходовича Гажма. Называется он «Новые данные в пользу автохтонной, по-моему, теории происхождения абхазов». Там я полностью излагаю эту точку зрения. Да. Понятно. Вот. Удачи. Спасибо. Сейчас мне хотелось бы, чтобы ты рассказал нашим зрителям о том, что представляет собою палеокавказская этническая общность, какие современные народы Кавказа имеют генетическое родство именно с этой общностью. Ну, вообще скажем такую интересную вещь. Вообще, с точки зрения научной дефиниции, ну, палеокавказская более реже встречается выражение. Во всяком случае, в академической науке, и особенно в лингвистической, традиционно выделяется так называемая северокавказская или северно-кавказская семья. Понятно, термин условный, потому что он отражает лишь расселение носителей этих языков лишь на современном данном этапе историческом. Не понял, Давид. То есть палеокавказской этнической общности, как единой общности, не было? Не, я не это хочу сказать. А, Я говорю о термине. О сам термине, термин. да. Вот. Почему он так называется? Потому что большинство ныне народов, относящихся к этой семье или общности, ныне проживает на Северном Кавказе. Ну, понятно, что это условность, потому что в древности, мы знаем, эти языки распространялись и в более обширные области на Западе, на Востоке и на Юге. Вот. А, Мы можем сказать, что я вообще сторонник называть эту общность не северокавказской, а просто кавказской. Кавказской, Это да. правильнее, Да, да. это более правильнее. Вот. Ну, в науке складывается такая традиция, она как бы закрепляется. Вот во всех научных работах пишут северокавказская семья, северно-кавказская семья. Вот. Среди ныне живущих народов, вот именно то, что мы называем кавказская семья, или в вашем понимании, если мы говорим о хронологической Палеокавказская. палеокавказская, это сегодня представлено двумя ветвями. Мгм. Это абхазо-адыгская группа или западно-кавказская и нахско-дагестанская группа или
восточно-кавказская или северо-восточно-кавказская языковая группа. А картвельская? Картельская языковая семья совершенно другая общность. Мы знаем, что на протяжении всего 20 века велись активные разработки, кстати, очень полезные, потому что там выявили очень интересные вещи. Была одно время очень распространена так называемая иберийско-кавказская теория, концепция, мы эту концепцию знаем. Ну, в принципе, в этом ничего плохого нету. Да, ничего. Потому что, ну, существовала такая семья, она существует, это реальность. Вот. Но практически сегодня, это, кстати, очень интересная семья, доказано, что это практически уже совершенно другое объединение, которое восходит к так называемой настратической макросемье. Общего, родственного, ну, если уходить вообще до мезолитическую эпоху, когда еще языки только формировались, там какое-то, может быть, отдаленное родство может быть. Но сегодня точно установлено, что на Кавказе ныне существуют две основные крупные этнические массивы. Это... Которые относились к палеокавказской этнической общности? Нет. А, кавказской. Я говорю, на территории Кавказа современного существует два мощных массива этноязыковых, двух языковых семей. Кавказская и картвельская. Понятно. Вот. Ну, конечно, там есть представители индоевропейских семей, представители, То бишь осетины, да, тюркских, армяне. да, и так далее, азербайджанцы, допустим, да. Вот. Хочу сказать следующее. На самом деле, картвельская языковая семья, а это последнее исследование, возможно, это семья даже изолят, вот, которая формировалась еще тоже в очень древнее время. Вот. Вопрос сейчас ребром стоит о самом главном. Откуда истоки его проникновения на Кавказ? Да. Вот у меня недавно вышла работа, называется «Картвельское общество на Кавказе», где я сторонник являюсь, возможно, его проникновения из севера даже. Ну, не знаю, насколько она будет оправдана в науке, даже вот Многие говорят из юга. Да, ну, у меня своя точка зрения. Интересно. Вы эту статью можете прочитать, она есть. Вот. Ну, она такая же древняя, конечно, безусловно. Но интересно то, что картвельская общность, она очень сильно объединена сейчас. Понимаете? Объединена своим количеством своих членов. Это тоже была когда-то обширная общность языков, которая ныне сохранилась лишь наличием 4 языков: сванского, собственно, грузинского, мигрельского и ласского. Мигрельский и ласский можно рассматривать практически как один язык. Вот примерно такая ситуация. Это не родственные семьи, совершенно далекие. Вот. И в этом смысле иберийско-кавказская теория сегодня считается просто ценностью историографической, то есть истории науки. Устаревший. Устаревшей, да. Понятно. Примерно так. Сколь глубоко можно вообще проследить древнейшую историю абхазского народа? Вопрос... Сколько тысячелетий глубже? Вот. А мы же говорим об этногенезе, правильно? Да. А что такое этногенез? Ну, Происхождение происхождение народов. Да? Да. А из чего состоит народ? Из каких-то определенных компонентов, критериев, которые определяют. А я вам сейчас скажу такой пример небольшой. Вот вы себе гипотетически представьте, что найдем какую-то там останки человека, ну, скажем, ну, допустим, эпохи мезолита. Делаем анализ генетически. И поверьте, ну, как бы я так предполагаю, да? Поверьте, что, сравнив его с геномом современного абхаза, будет полная идентичность. Да. Ну, а можем говорить, что в мезолите были абхазы? Или в палеолите? Как бы звучит немножко... Естественно, нет. А связь-то есть. А связь-то есть. То есть, это о чем говорит? Почему я говорю об автохтонизме? Когда мы говорим о этногенезе, мы часто думаем о языках. А ведь народ — это не просто язык, это же и физические составляющие, да, там антропология, культура. Почему часто археологи говорят о преемственности культуры, неразрывности? Потому что они правы. Потому что если проследить историю, то нету разрыва постепенности. Не было такого, что прямо полный вакуум возник здесь, и тут прямо произошла такая массовая смена населения. Такого не бывало никогда. Всегда происходит процесс освоения территории, вливания каких-то небольших групп, смешение с автохтонтами. Это все происходит вот в некой такой мозаике. Поэтому некая глубина этногенетическая, она теряется во мгле времен, безусловно. Вот. И в этом смысле вопрос о точке отсчета
Вот потому меня это интересует дописьменный этап. Где же находится все-таки та точка отчета, когда мы можем говорить о древних этногенетических процессах? Происходили ли эти процессы в эпоху каменного века? Ученые на это смотрят сдержанно. Наверное, не согласятся. Вот. Ну, а процессы-то шли, правильно? Поэтому я думаю, что истоки и время, как вы говорите, да, откуда, какова глубина, она постепенно вырисовывается, выкристаллизовывается из глубины веков. Я думаю, что уже неолитический период дает нам возможность представить этот портрет. Во всяком случае, как минимум 5-6 тысяч лет назад здесь звучал строй абхазо-адыгских языков однозначно. Это однозначно. Меня интересует, Давид, вопрос о том, как все-таки вот эта кавказская общность распадалась. Я исхожу из того, что братские народы Северного Кавказа, народы Южного Кавказа, по данным ДНК генеалогии, в общем-то, они в основном идентичны. Например, чуть более 50% абхазов являются носителями гаплогруппы G2. Та же самая ситуация у грузин, у, значит, сванов даже чуть больше, у шапсугов до 87%. Ну, о чем-то это должно говорить? А вот вы знаете как? Вот это вот... Меня интересует, как шел распад этих Я сейчас кавказских объясню. народов? Никакого распада не было, на самом деле. Вы знаете как? Этногенетические процессы. Вот когда мы говорим о распаде, она у нас ассоциируется обязательно с неким генеалогическим древом. Вот мы видим как бы языки, Да. вот как бы обычно дерево, да, а ведь на самом деле так не происходит. Деревья лишь являются неким основой соотношения как бы некого нынешнего, понимаете. Вот. Не было распада. Вот, когда мы представляем процесс формирования вот, народа в этой семьи. Например, я прошу прощения, Да. чтобы наши зрители понимали глубже, больше. Вот был ли пранарод абхазо-адыгских народов? Пранарод. Это дискуссионный момент. Есть, как вам сказать, вот понимаете как? Нам это мыслится как вот процесс, вот какая-то еще точка отсчета, а потом раз от него стали отпочковываться как бы Да. будущие носители. Это языковая модель. Это языковая. Да. Вот я вам сейчас расскажу. Вот, допустим, хатская проблема есть такая. Ну, мы знаем, хатский язык был изучен Каменхубер, Иванович, Стас Всеволодович, Владислав Григорьевич Арденба считается крупнейшим хатологом и хитологом. Вот. Сейчас в этой области работает Алексей Касьян. Долгое время в науке, да и сейчас превалирует точка зрения, что хаты наши предки. Вот предки и все. Наши хаты не наши предки. Когда жили хаты на той стороне Черного моря, здесь уже жили абхазо-адыги. Они просто древние представители этой общности. Понимаете То как? есть наши близкие родственники. Да, это просто члены нашей же этой семьи. Просто они исторически зафиксированы в древности. Вот если это гипотетически мы представим, что, допустим, бы древневосточные письменные источники смогли бы зафиксировать этнический состав населения Кавказа, Причерноморья, они бы встретили те же абхазо-адыгские племена. То есть хаты и абхазы, они ровесники. Это просто родственные народы, это просто семья, которая носила более обширный географический охват. Я даже больше скажу. Вот, кстати, в среде ряда ученых превалирует точка зрения, что, возможно, импульс древних неолитических культур, который шел из Анатолии, да, и достигал даже территории Северного Причерноморья, связываются с этим вот древним кавказским населением. Кто-то даже ее именует иногда циркумпантийская семья. Вот. Значит, во-первых, не забывайте, что хаты это мы знаем только хатов. Таких похожих на хатов народов было очень много. Они просто не сохранились. Мы просто сумели зафиксировать исторически только лишь хатов. Наших родственников. Да, конечно, конечно. Вот. И я вот недавно, кстати, даже в Фейсбуке общался с человеком, вот, по-моему, с Украины ученый. Я говорю, слушайте, вот про трипольскую культуру, говорю, хочу материал. А мы, говорит, считаем, что, то есть ученые, а мы считаем, что это были носители хатского языка. Я так удивился. Я говорю, трипольская культура. Вот это да. Да. Ну, скорее всего, импульс же был с Анатолии, и мы считаем, что это, возможно, хатские какие-то вот, либо похожие на хатов племена.
Вот. Но по одной из версий, значит, с Анатолии пришли на Балканы, северокавказские языки носители их, оттуда пришли в Триполи, потом Северный Кавказ и оказались на нынешней территории. Ну, ничего в этом плохого нет, хотя это сомнительно, мне кажется. Вот. То есть те же хаты, это не просто родственные нам, не просто наши предки, а просто древние представители этой семьи. Они ровесники нам. Вот в чем разница. И поэтому на основании этого, когда начинается строиться всякого рода гипотезы о неких южных импульсах в процессе этногенеза, коль скоро хаты жили же на юге, а они же наши предки, значит, оттуда и пришли мы. Да нет, мы уже и здесь были, мы уже были и там, скажем так. Вот это то, что касается распада этой семьи. Вот. У меня немножко другое понимание. Вот. Так что не было такого, знаете, как вот прямого отделения, отпочковывания одного народа от другого, и шел процесс якобы формирования нового народа. Это было намного все сложнее. Намного, конечно, сложнее процесс шел. Я думаю, скорее всего, была некая диалектика такого, знаете, конвергентно-дивергентного постоянного соотношения на огромном этом пространстве. Ну, в нашей науке уже давно превалирует концепция, что вот Абхазо-Адыгский мир все-таки занимал это все Восточное Причерноморье, вот, скажем, дугу от Азовского моря, пошли, значит, вниз, да, вот современной Анатолии, то есть Турции. Получает ли это теория признания со стороны крупных ученых? Конечно. Практически это теория. Более того, мы знаем, что вот наверняка я вообще сторонник Московской школы лингвистической, я сам не лингвист, но в основном читаю литературу, но не только их, конечно. А вот все-таки сегодня считается доказанным, а, кстати, с точки зрения географии тоже, что в местах наличия древних природных рефугиумов сохранялись древнейшие лингвореликты. Вот абхазо-адыгские народы, как и восточно-кавказские, как и хаты, как вот эта единая семья, то, что мы называем палеокавказской, она отражает этот древний лингвореликт. Безусловно, конечно. Вот. И, возможно, одной из причин его как бы консервации, сохранения являются вот эти вот особенности природной среды. Именно в этой экологической среде разворачивался древний этногенетический сценарий вообще, длительный во времени, охватывавший очень огромный промежуток времени. Меня интересует, очень сильно интересует вопрос, вот сколь генетически мы близки или далеки по отношению с грузинами, мигрелами, сванами. С какими картвельскими этническими группами абхазы близки более всего и почему? А на этот ответ еще и Иналла подал ответ, Шалва Денисович. Вы помните, абхазо-мигрело-сванская этнографическая близость? Географический фактор. Понимаете как? Это первое. Видите как, опять-таки, вот помните, мы говорили насчет генетики. Ну и что? Генетика. Даже если она, вы знаете, генетически однородный покров, я сам не генетик, конечно, и тем более не палеогенетик, хотя знаком с литературой. Вот, допустим, если у мингрелов будет генетика схожа с абхазами, то это будет неким основанием считать, что мигрелы и абхазы, там, ну, скажем, братья, родственные. Но это не так. Понимаете, родственен исходный древний, скажем, пласт физических носителей. А этногенетические процессы же они сложные. Сложно. Безусловно, да? А вот вы знаете как, могла наложиться на территорию современной западной группы какая-то небольшая картвельская группа, и на нее мог полностью перейти, скажем, древний абхазо-адыгский пласт на этот язык. Понимаете как? А генетика сохранилась, вот. А ведь генетика – это наука очень сложная. Во-первых, нередко она, по сути, подтверждает то, что было уже сделано до них. Ну, вот генетика, ну, вот есть по данным генетики, что когда-то сюда проникли неолитические племена. Ну, это и давно знали, что они проникли. Вот. Ну, я не буду спорить, я не генетик. Вот. То есть, как понять родство? Вот, конечно же, с точки зрения этногенетической истории, это совершенно разные народы. Но географический критерий, конечно, позволяет нам говорить о том, что мы не то что близкородственные, мы соседи.
И между нами будет постоянный культурный обмен и культурные параллели, этнографические. Ну, скажем, ну, допустим, абхазы делают мамалыгу, ну, и мигрелы делают мамалыгу, правильно? Грузины обычно не делают, Да. понимаете? Таких примеров много. Вот. В антропологическом отношении, вот понтийский тип, да, он же превалирует и в мигрельском населении современном, Конечно. западно-грузинском. Но от этого они не стали ближе к абхазадыкам. Это совершенно другая семья языков. Но я думаю, что имело место и очень сильное активное генеалогическое взаимодействие в эпоху Абхазского царства. Это, почему бы нет? А, Это норма, это нормально. это норма. Были контакты, конечно. Конечно. Вот вы даже возьмите, вот даже помните по истории того же 19 века, да, если брать. Вот, скажем, северо-западная часть населения абхазов, да, Да. вспомните, да, она имела больше интеграции с адыгскими группами, да, там, Да, помните, да. были даже симбиотические такие какие-то вот, скажем, общества, да, там, сады, да. Юго-восточная часть, там, где Самурзакан, Абжуа, чувствовалось влияние, допустим, уже, да, это Всё нормально, верно. это фактор географической среды, соседство, близость. В этом нет ничего особого. Это вполне приемлемое явление. Ты знаешь, Давид, мы тут затронули хаттов. Я также, как любитель, еще до занятия наукой занимался этим вопросом. Действительно считаю, что хатты – это наши ближайшие родственники. Наблюдается и абхазо-адыго-хатское языковое родство. Но вот что касается шумеров, очень многие говорят, что якобы и шумеры, как и хатты, являются близкими родственниками Буквально. абхазов. Многие другие отрицают это родство. И некоторые корни, очень древние корни, они обнаруживаются как в шумерской, так и в хатской, абхазской, вот, теонимии и вообще Ну, я в единицах Вы лингвистики. знаете как? Да. Но опять-таки я не лингвист. Я стараюсь от них отнекиваться, от лингвистов, Да, да, потому да. что они такие очень требовательные. Часто говорят: Давид, ты старайся не использовать лингвистические данные слишком привольно. Ну, как бы я, ну, это ихнее. Вот я буквально не так давно, еще до вот этой идеи с нами встретиться с вами, как-то читал лекцию, слушал лекцию одного шумеролога. И он, кстати, Это там, где? где-то в Ютубе, кстати, надо посмотреть. Я там просто у нас система в интернете, я там захожу в Ютуб, смотрю. Я так был, это же еще так подскочил, еще так мне стало интересно, прислушался. Вот там, значит, как раз таки, ну, рассказывалась о шумерской цивилизации, про письменном периоде, о проблеме происхождения шумеров. Господи, ну кто с ними только не хочет быть в родственных связях. Да. Вот у нас вот вообще в обществе сложилась такая, знаете, этногенетическая фобия. Нам всегда страшно оказаться вдруг не на своей родине, а вдруг не оказаться самыми древними, а вдруг не оказаться самыми родственными со всеми народами мира, желательно самыми великими. Это касается практически всех народов. Вот кого ни посмотри, все народы будут говорить, что вот они произошли от шумеров. А почему, допустим, плохо произойти от апачи, допустим, или там от юкагиров каких-то? Чем это хуже? Ну, хотим от греков, хотим от египтян, от эфиопов. Вот. Ничего там плохого нет, конечно. Это все как бы наша эмоция, наше подсознательное желание. Вот. Быть связаны со всеми культурами мировыми. Вот. А этого не нужно делать, потому что это понятно. Ну, понимаете как, Абхазия, Кавказ – это, по сути, продолжение ближневосточной цивилизации великой, где зарождалась вся цивилизация. Зачем нам от этого как бы да? И вот в этой работе, которую я вот как бы слушал, там как раз таки коснулись вопроса, связанного с шумерами. И вот он там мимолетом сказал, вот сейчас последние данные все-таки приходят о том, что шумеры каким-то образом, возможно, на очень отдаленном уровне близки к кавказскому языковому носителю. Вот что я могу сказать, ну, насколько это правда, насколько это верно. Кто этот ученый? Фамилию помнишь? Не помню. Не помню. Я как-то вот просмотрел, да. Вот. Но он именитый ученый. Да, да, конечно. Они все там именитые, кроме меня. Да. Так вот, и что интересно, а вот что касается соотношения хаттов и шумеров, то в лице хаттов и шумеров мы как бы видим вот как бы отголосок, еле проступающий отголосок вот той этнической языковой картины мира, которая была еще в дописьменный период.
Вы не забывайте, что существовало очень много языковых семей, очень много языковых групп. Существовали такие языковые ландшафты, которые ныне не сохранились. Понимаете? То есть, возможно, в лице шумеровых хатов, простите, мы видим как бы некий отголосок иных языковых ландшафтов, более древних эпох, которые были стерты временем. Понимаете, да? Вот. И вот потому интересно, вы не забывайте, что шумеры не являются древними насельниками этой территории. Там жили еще более древние языки, которые всплывают через топонимию. Это прототигритские, протоефратские субстраты. Вот. Считается, что известный памятник Гебекли-Тепе, слышали о таком, да? Да. Где-то в источнике я читал, В что... Турции. Да, Пузатый холм, так называемый, да, древний мегалит. Возможно, его строителями были какие-то древние группы, близкие к хатским. Ну, не хаты в чистом виде, конечно. Все очень сложно. Теонимия совпадает, вот там, да, вот эти вот Да. базовые наши, да, вот. Ну, опять-таки, это пусть религиоведы, фольклористы. Ану, Апсу, Да, Абзу. да, есть. Вообще Вот, вроде бросается в глаза. бросается И как бы сильно нам в хочется, глаза, и да. как бы мы начинаем думать, что это все-таки возможно. Хотя это может быть и просто Типологическая созвучие, параллель. совпадение. Хотя с точки зрения древнейших процессов, возможно, не отражают какие-то древние этнокультурные связи более ранних эпох, которые позже запечатлены вот в этом мифологическом Согласен. компоненте. Сложно сказать, конечно. Да, вот такой примерно момент. Мы как-то затронули вопрос о прародине, но на самом деле, где она наша прародина, и возможно ли когда-нибудь ее найти. Хотя вот ты говорил о том, что являешься сторонником Фанатичный автохтонизм. фанатичный Да. автохтонизм. Да. Значит, прародина наша здесь. Вы знаете, я вот скажу один такой момент интересный. Я скажу, как-то вот я читал стих, по-моему, и Ильев Гумилев, да, и был еще его отец Николай Гумилев, Да. который был репрессирован. Как-то там я прочел одно интересное, по-моему, двухстишие или фрагмент стиха. А где-то струятся родимые реки, которым мне путь навсегда запрещен. Понимаете, человек всегда будет стремиться к поиску из своих истоков. Вся наша абхазоведческая наука, будь то язык, фольклор, археология, в конечном итоге направлена на поиск истоков происхождения абхазов. Абхазы действительно очень древний народ. Это действительно реликт, один из древнейших реликтов мира. И изучение истории абхазов, тем более истории происхождения абхазов, невозможно в отрыве от той среды, в которой он формировался. И, конечно же, данные лингвистики, данные археологии, данные этнологии говорят о том, что средой, в которой формировались абхазы, несомненно, является территория вот этого прекрасного края Причерноморья. Именно она формировала адаптивный экологический портрет этой общности. И потому, когда лингвисты восстанавливают некие проязыковые культурные состояния по данным культурной лексики, когда лингвисты либо археологи изучают материалы археологические, когда специалисты-этнологи, особенно те, кто занимается исторической этнологией, восстанавливают как бы архаичные истоки современных обрядов, обычаев, либо традиционной хозяйственной практики, она всегда в конечном итоге приводит именно к той среде, в которой и поныне как бы живут абхазы. Несомненно, абхазы формировались как древний реликт, прилегающий к области Восточного Причерноморья, так называемого Большого Причерноморья. Это и территория Кавказского Причерноморья, и территория современного Турецкого Причерноморья. Та область, которую мы именуем как Колхидская флористическая провинция, или так называемая Закавказская естественно-историческая область. Безусловно, эта прародина и есть
вот это место. Абхазы ниоткуда не пришли. Абхазы, адыгские народы и их языки ниоткуда не пришли, они формировались здесь. Хорошо, но они жили на территории современной Абхазии, либо их территория была Обширная, безусловно. более обширной. Более обширная, безусловно. Она охватывала эту гигантскую дугу, восточно-причерноморскую. Причем те же хаты, будучи континентальным народом, были не только континентальными, они были и поморами, они жили на берегу Черного моря тоже. Вот. Так что именно Черное море... Насколько она обширная, эта территория? Ну, как если бы была бы карта, я показал бы. Ну, Вот. В пределах современного ареала обитания абхазов и адыгов, обитания, правильно сказать, проживания, расселения, вот. Вы знаете, даже генетика, даже при Азове, возьмите области, там генетика подтверждает связь. Вот. Это вот именно территории ландшафтов, прилегающие вот, горы и море. Вот. Первоначальная прародина абхазов. Понятно. Хотел бы спросить, значит, вопрос о Гагре. Откуда происходит название города? Что говорят местные гагарцы, местные краеведы, в частности ты? Ну, вообще-то к этому очень осторожно отношусь, потому что существует, ну, как можно сказать, во всяком случае, с литературой, 3 основные версии. Ага. В основе топонима, или полисонима уже, наверное, да, или айконима Гагра лежит антропонимическая форма, Хагрыбщ, Гагрыбщ, да? Второй вариант, возможно, слово связано с древним родом Гаа, Гагра, об этом писал Пачули. И третий вариант – это ландшафтные особенности местности, связанные с так называемым закрытым берегом, Гакыра, который пишет Парча Валерий Дементьевич. Вот эти 3 версии существуют. Мне нравится последняя. Гакыра тебе, да? Да, мне нравится больше последняя. Ландшафт совпадает. Хотя, опять-таки, это может быть ошибочно. Это должны думать лингвисты. Пусть решают они. Понятно. Но когда мы говорим, проводим экскурсии, мы стараемся говорить разные версии. Это больше разбавляет, больше проявляет интерес людей к дискуссиям, к обсуждениям, к раздумьям, даже желание обратно приехать в эту загадочную Гагру, где очень много еще до сих пор не изучено, не исследовано. Многие называют Гагру Гагры. Нас будут слушать и русские, которые называют Гагру Гагры. Старые Гагры, новые Гагры. Как будто все это во множественном числе. Ну, как Давид, еще есть Давыд. Русские часто говорят Давыд. Понимаете, это... Ну, Давыд они говорят в единственном числе, а тут они Гагры. Слово Гагры ни в коем случае не связано со множественным числом. Ее множественность была придана позже, когда в Гаграх формировалась некая система 2 Гагр, вот старые и новые. Хотя понятие старая и новая Гагра тоже относительно. Она старая лишь по отношению к новым Гаграм, лишь потому, что в районе старой Гагры, где мы сейчас находимся, сохранилось большее количество архитектурных каких-то памятников. Но это одна Гагра. Это одна Гагра, безусловно. Да. Та Гагра не менее древнее, новая, так называемая, понимаете? Гагр вообще 6, если вы хотите. Здесь, на территории Гагры, Гагарского района, как говорят краеведы, историки, этнографы и лингвисты, жили, насколько мне известно, садзы. Да, это была территория Садзена, где жили абхазы-садзы, да, это известный факт. Существует большое количество данных и по истории 19 века, мы даже знаем, какие общества жили здесь, роды. Но кто такие были садзы? Ведь данный вопрос очень полемизирован и... Мне очень сложно, это немножко не моя область, я боюсь. Все-таки 19 век. Но садзы это абхазы или... Ну, в моем убеждении, да. Это все-таки абхазы. Ну, я хочу сказать другое. Конечно же, садзы из всех этнографических, этнических групп абхазов, они были, конечно, более близки в плане контактов с адыгским миром, безусловно, с убыхским миром. Это есть. Конечно, в них прослеживается больше взаимодействий. Но это опять-таки географически обусловлено. Вот. Абхазы, садзы это абхазы. Это те же саниги. Ну, как уверяет специалист. Но это немножко не моя область.
Хорошо, последний вопрос. Некоторые, как, например, я, по вопросу о ДНК-генеалогии, доверяя ей, в общем, я считаю, что без знания своей гаплогруппы и маркеров нет и не может быть правильного знания о происхождении фамилии народа. Другие считают ДНК-генеалогию бездоказательной, а некоторые даже считают вредной. Какое мнение, какому мнению придерживаешься ты? Я не генетик, мне сложно об этом судить, я просто скажу свое мнение, ну, уже, наверное, в качестве дилетанта. Я дилетант в этой области. Есть ДНК-генеалогия. Это работы Клесова. Вот. У них даже издается журнал, по-моему, ДНК-генеалогия. Некоторые работы интересные, там, есть полезные вещи, но опять-таки я скажу, я в этом плохо разбираюсь. Это немножко не мало. Палеогенетика. Ну, Клесов вообще, по-моему, химик. Он человек, который знает свою работу на самом деле. Вот. Но насколько это делать должны генетики. Это вопрос с генетиком, поэтому я затрудняюсь тут ответить. Понятно. Потому что люди, которые будут слушать, не поймут, что это будет... Хорошо. Завершим наш разговор на более профессиональной и позитивной ноте будущей абхазской науки. Что надо сделать, чтобы наука, в частности история, процветала в Абхазии, чтобы те или иные яркие представители абхазской интеллигенции были спокойны и уверенно смотрели в будущее и не говорили, что абхазская история практически не изучена? Ну, во-первых, сколько бы мы ни изучали историю, она так и не будет изучена до конца. Это как вот Гегель, помните, сказал, истина – это процесс, растянутый во времени, это вечный поиск. Поэтому для меня вот, ну, во-первых, знаете, мы живем в реальном мире. Можно говорить о высоких потерях. Но что бы мы ни говорили, для науки нужна финансовая составляющая, Конечно, материальная составляющая. конечно. Как вы делаете? Вот я вам сейчас скажу, я общаюсь с одним грузинским ученым, и не стесняюсь это говорить, он копает неолитические памятники современной Аджари. Вот многие материалы, которые он там делает, я часто их экстраполирую на материал неолита Абхазии. Вы знаете, какой я завистью ему завидую? Ну, понятно, у них другое финансирование. Понятно, там финансирует Запад. Вот. Там проводятся разные радиоуглеродные анализы, тофономические, там палеогенетика даже есть. Там же исследована генетика человека, по-моему, из одной из пещер даже, возрастом то ли 10, то ли 12 тысяч лет осталось. Вот. Вплоть даже до цвета глаз человека определили, понимаете, генетики. Ну, завидую в хорошем смысле этого слова. Мы с ним общаемся, он часто мне дает литературу, вот на английском, на грузинском языке я не знаю, и на русском языке, если где-то есть, да. То есть, вот элементарный пример. Огромное финансирование науки должно быть, но, понимаете как, чтобы оно, понимаете, вот, как сказать, наука это форпост, это идеологическое, это как главная корма корабля, вот она идет, это главный таран. Даже если отсутствует идеологический центр, но нормально Обязательно, развивается конечно, наука, конечно, тогда народ придет к победе. Конечно, обязательно. Почему? Потому что, понимаете как, это очень важный момент. А если ты будешь, вот, потом существует понятие устарения материала. Вот ты вот напишешь работу, она тебе выйдет через 5 лет, она уже устарела. В науке требуется оперативность, мобильность, все новые и новые свежие данные. Вот я вам скажу, вот теоретические памятники, которые изучались в Абхазии, они изучались в то время. А насколько сейчас продвинулась наука? Вот сейчас новые проведите исследования, скажем, памятников каменного века на территории Абхазии, вот с теми современными данными, которые есть, и теми мощностями. И с современной техникой. Да, совершенно будет другая картина, совершенно будет другой уровень материала. Ну, я надеюсь, что теория автохтонного происхождения, она не будет пересмотрена. Не в этом смысле. В смысле массива материала. Да. Понимаете? Уверен. То есть, как бы наука должна работать не по остаточному принципу,
а как первоочередное. Это тоже стратегия безопасности, это те же вооруженные силы, та же госбезопасность. Потому что вы вспомните одну вещь-то. Ведь даже война между Грузией и Абхазией, которая произошла, в ее основе лежали идеологические основы. Понимаете? Да. Насколько это важно. Ведь победа-то народа Абхазии, она же выковывалась не только в сражениях, но и вот в этих вот статьях наших ученых. Понимаете? А это очень важный момент. Потому что народ не будет воевать за то, за что он не знает. Если он не знает своей истории, Все верно. он просто живет, живет, а он знает, что это его родина, что у нас богатая история. Кстати, нравятся ли тебе учебные пособия по истории Абхазии, которые изучаются, например, в средних школах? Я, знаете, даже ни разу не придумался. Я настолько как бы вот отрешен своим каменным веком прошлого. Вот. Я заново перечитаю. Хорошо. Да. Ну, понимаете как, нет ничего совершенного. Вот. Ну, одно дело педагогика, школа, другое дело высшее образование, университет. Там разные подходы. Это надо дать специалистам-педагогам. Пусть они этим занимаются. Да. Вот. Так что думаю. Ну и твои пожелания, советы, рекомендации тем старшеклассникам, которые хотят свою жизнь связать с наукой, например. Что бы ты им пожелал? Я бы им пожелал сделать то, что я не допустить тех ошибок, которые сделал я. Какие, Запомните например? раз и навсегда. Время эпохи энциклопедистов прошло. Это было во времена французских энциклопедистов. Сейчас науке требуется конкретика, точность, вот, и постепенность. Вот приходит молодой ученый, вроде меня, ну я уже совсем не молодой, конечно, который хочет знать все и сразу. Это не наука, на этом науку не построишь. Ты должен выбрать свою конкретную линию, писать статью за статьей, работу за работой. Она должна потом превращаться в некую концепцию. Которая... Быть экспертом в узкой области. Да. Вот это главное. И постепенно идти по нарастающей, потом кандидатская, потом докторская. Вот. Мы все абхазоведы, но каждый в своей области. Понимаете? В общем, ты советуешь им никакого распыления. Нет, распыление в смысле многогранности знаний, да. Конечно, если вы занимаетесь, Давид Канович, этнологией, это не значит, что вы совсем не мыслите в археологии. Вы же археологию тоже читаете. Археологию читаю, но не мыслю. Но вы же не археолог, да? Не археолог. Вот. Вы что, лингвистику не читаете, что ли? Да, Ну, конечно, вы ее читаете. понимаю. Понятное дело, или что вы историю не читаете. Но это не означает, что вы распыляетесь. А когда ты хочешь быть исследователем там, дальше пути нету. Все. И именно вот эта четко поставленная цель, конкретно выбранная проблема. Давид Вот Автандилович, это самое дорогой главное. мой друг, Вот это моя спасибо ошибка. тебе за очень интересную беседу. Я Ой. желаю всем твоим проектам и проекту «Школа экскурсоводов», а также новому проекту «Абхазского лектория» большого успеха, процветания. Ну, тебе здоровья и долголетия. Большое спасибо, Давид Канович. Я думаю, мы не один раз еще увидимся, пообщаемся. Обязательно. Спасибо. И табу.